Эмма. Осенью 1954 года, чуть раньше, чем Варбанец, Гумилеву написала Эмма Герштейн. С этого времени он с нетерпением ждал писем из Москвы, отвечал без промедления: «Эмма, милая, родная, вы солнце и прелесть, милая, дорогая, неповторимая Эмма, умница, наконец-то, милая, чудная Эмма, целую ваши ручки и вас». Эмма хорошо знала Льва, перепады его настроения от бурного воодушевления до мрачного отчаяния, любовь к цветистым фразам и непостоянство. Сколько раз он исчезал из ее жизни, даже не попрощавшись. Но обиды забылись, и какое женское сердце не дрогнет от всех этих солнца и прелесть. Между тем переписка Гумилева с Эммой не стала параллельным почтовым романом. Сердце Льва по-прежнему принадлежало птице. Но и Эмму он не обманывал. Если и лукавил иногда, то совсем чуть-чуть. Ваши сомнения и мысли о птице просто ни к чему. 14 июля 1955. Брачные проблемы он обсуждал только с птицей. Эмме ничего не обещал, о браке и речи не было. С птицей Гумилев на «ты», с Эммой всегда на «вы». Но Гумилев был искренне благодарен Эмме за верность в беде и толковые вразумительные письма. В письмах Эммы он находил все то, чего безуспешно добивался от Ахматовой, и даже не пытался просить у птицы. Ясную картину происходящего вокруг его дела. Эмма проводила многие часы в очереди, чтобы добиться приема в прокуратуре, собирала письма ученых в защиту Гумилева. В это время Ахматова подолгу жила в Москве, время от времени возвращаясь в Ленинград, чтобы не потерять прописку. Наталья Варбанец постоянно жила в Ленинграде. Но письмо Ахматовой директору Эрмитажа Артамонову повезла в Ленинград москвичка Эмма. Наверное, Гумилев понимал, сколько времени и сил отдает Эмма его делу, но не мог удержаться от новых поручений. Из письма Льва Гумилева Эмме Герштейн. «В прокуратуру сходите. Там должно что-нибудь быть, а мне всякая радостная весть нужна для поправки здоровья». 27 октября 1955. «Поговорите с Конрадом и напишите мне о результатах разговора». 30 июля 1955. «Прилагаю письмо для моих двух Кирюх». 23 января 1956. Просьба: позвоните СС, и пусть он напишет Фёд. 26 апреля 1956. И все-таки ему казалось, что время остановилось. Хотелось качнуть маятник, перевести стрелки вперед. Промежутки между письмами Гумилева Эмме иногда составляют 3-4 дня, но и этого ему недостаточно. Умоляю, продолжайте писать информоткрытки, с ними легче. А ведь были еще и телеграммы. Напомните маме обо мне похлопотать, Лева. 22 декабря 1954. На следующий день он получает ответную телеграмму: «Помним, постарайтесь сохранять спокойствие, это самое главное, Эмма». Эмма всегда точно и быстро выполняла его поручения. Как-то ему понадобились контурные карты, и он написал птице и Эмме. Первой, конечно, прислала карты Эмма. И, наконец, главное свидетельство верности и надежности Эммы. Именно ей Гумилев переправил из лагеря свою рукопись «Истории Срединной Азии», 30 тетрадей. То, что я вам доверил, лучшая часть меня. Это как бы мой ребенок. Не Ахматовой он прислал самую дорогую посылку, не птице и даже не Абросову. Помощь Эммы Гумилеву началась много раньше, чем возобновилась их переписка. Она помогала Ахматовой собирать продуктовые посылки Льву и отправляла их из пригородов. Из Москвы было запрещено. Позднее и сама отправляла ему посылки. От птицы Гумилев посылок не ждал. Напротив, он ей не раз в письмах сочувствовал, сожалел о ее бедности. При этом мог написать Эмме:
Очень желанны кофе и чай, но не какао, я его терпеть не могу. Лимоны не посылайте, они очень кислые и только портят вкус чая. А как жила в это время сама Эмма Григорьевна? Анна Ахматова в записи Лидии Чуковской. Эмма вот уже столько лет живет хуже худого, вечное безденежье, а жилье... Вы помните ее конуру в развалинах при больнице? Конура Эммы — это та самая комната, или, как ее называли, выгородка, в одноэтажном флигеле при больнице, куда в 30-е приходил Гумилев. За 20 лет флигель совсем обветшал, комнатка Эммы находилась недалеко от полуразвалившегося каменного крыльца. Научная работа, которой занималась Эмма, дохода пока не приносила. Анна Ахматова. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости. Эта запись Чуковской относится к 1963 году, времени вполне благополучному. В последние сталинские годы было гораздо хуже. Из мемуаров Эммы Герштейн. Самые ужасные для меня времена — это было начало 50-х, конец 40-х, борьба с космополитизмом. Меня отовсюду выгнали, все зависло в воздухе. А евреи пали уже настолько, что Зильберштейн, Илья Зильберштейн, литературовед, искусствовед, один из основателей литературного наследства, примечание автора, побоялся дать мне справку. Речь всего лишь о справке, что Эмма Григорьевна работала в литературном наследстве. «Я не могу дать вам справку. Я боюсь», — сказал Зильберштейн. Я удивлялась, как я буду жить, даже не имея такой справки, а мне объяснял Фейнберг, мой соученик, блестящий пушкинист, что ничего уже не важно. Он знает, что строятся лагеря для евреев. Иногда Гумилев, отправляя письмо Эмме, вкладывал в тот же конверт письмо для Ахматовой. Экономил конверты, знал по опыту, что так письмо дойдет быстрее. Но была и другая, более важная причина. Гумилев знал о своей вспыльчивости, несдержанности и очень надеялся на благоразумие и такт Эммы Григорьевны. Из письма Льва Гумилева Эмме Герштейн от 5 февраля 1956 года. Вчера я отправил маме ругательное письмо. Я не буду в обиде, если вы его не отдадите и передадите содержание своими словами. Но я был так раздосадован. Ну что я мог другое написать? Гумилев поручил Эмме ответственную и деликатную роль посредника, миротворца и даже цензора с большими полномочиями. Однажды она воспользовалась данным ей правом и уничтожила грубое письмо Гумилева Виктору Ардову. Птицу раздражали бесконечные жалобы Гумилева на жизнь и болезни, и она этого не скрывала. У Эммы хватало терпения принимать его жалобы, обиды, раздражительность. Она всегда его поддерживала, старалась отвлечь от мрачных мыслей, внушить надежду. Она нашла для него теплые слова, какие он напрасно ждал от птицы. Из письма Эммы Герштейн Льву Гумилеву от 11 февраля 1956 года. «Я, милый, уже растратила все ласковые слова, и больше нет, чтобы передать, как разрывается мое сердце. Берегите себя. Что вам прислать? Целую, родной». Эмма очень хотела навестить Гумилева в лагере. Ни расстояние, ни бедность не пугали ее. Сначала это настойчивое желание растрогало Гумилева, но потом стало раздражать. Поймите, вас просто не пустят ко мне. Свидания дают только родным и зарегистрированным женам. Если бы верность в беде, терпение, жизнестойкость, деятельную любовь Эммы соединить с красотой и волшебными чарами птицы, с обаянием и непосредственностью юной Наташи Казакевич, сюжет гоголевской женитьбы, только не смешной.
Эмма не задавала вопроса об их будущих отношениях, но Гумилев невольно дал ответ в одном из писем. Все личные отношения порваны косой Хроноса. Принял следующую установку на будущее: доживать по силе возможности, охраняя свой покой и одиночество. Сердцу не прикажешь. Любовь — чувство иррациональное. Эмма хорошо это понимала и свои воспоминания о Гумилеве назвала очень точно и для себя безжалостно: лишняя любовь. Уже тогда, в середине 50-х, они были не молоды, но пройдет еще более 40 лет, и Эмма Григорьевна в интервью 1999 года вернется к тем событиям. И я его спасла. Он бы умер, если бы я его не пестовала. Я это делала не только для Лёвы, но и для Анны Андреевны. А вот есть такие дураки, которые написали: «Бедная Эмма всю жизнь страдала от неразделенной любви». Какая это все пошлость! Безответная любовь и бескорыстная помощь — пошлость? Очевидно, Эмма Григорьевна имела в виду что-то другое. Скорее всего, ее больно задевала легковесная трактовка сложных и запутанных отношений, которые много лет связывали ее с Львом Николаевичем Гумилевым. Конфуцианские письма. В своем последнем лагере Гумилев приобрел друзей, но едва не потерял мать. Переписка Гумилева и Ахматовой дошла до нас не полностью. Большинство лагерных писем Гумилева 1950-56 годов сохранились, но добрая половина ахматовских писем до нас не дошла, их уничтожил сам Гумилев, поэтому наши представления об отношениях матери и сына в первой половине 50-х остаются однобокими. Правда, с конца 1954-го у эпистолярной драмы Ахматова и Гумилева появились свидетели — Эмма Герштейн и Наталья Варбанец. Обеим Гумилев будет жаловаться на мать, пересказывать содержание своих и ахматовских писем, весьма тенденциозно пересказывать. Обе были вхожи в дом Ахматовой и стали не только свидетельницами, но и участницами драмы. Письма Гумилева из лагеря в 1950-51 тоскливы. В одном или двух можно найти и раздражение против Ахматовой, но вызвано оно, вероятно, тяжелым душевным состоянием узника. Гумилев сердился, что Ахматова прислала ему не те книги, упрекал, что она не пишет ему. Но в мае 1951-го она перенесла первый инфаркт и оправилась не скоро. Письма 1952-53 и первых месяцев 1954 полны любви и благодарности. В это время Ахматова становится для Гумилева, кажется, единственным близким человеком. Она консультирует его, присылает книги, еду и деньги. Лагерные письма сына почтительные, нежные. 20 июля 1952. «Милая мамочка, бодрись, потому что я без тебя тоже жить не буду». 27 сентября 1952. «Напиши письмо, мне очень скучно. Целую тебя крепко и очень люблю». 4 января 1953. «Целую тебя, дорогая мамочка, ты последняя, что я еще люблю на земле». 4 марта 1953. «Твои письма очень меня утешили и успокоили. Теперь мне ясно, что кроме тебя я никого не люблю и видеть не желаю». Только весной 1954 года появляется первый росток будущей ссоры. Заключенным разрешали свидания с родными, и в апреле Гумилев попросил Ахматову приехать, но уже 2 недели спустя начнет ее отговаривать. «Я тебя очень люблю и очень хочу тебя видеть, но на свидание ко мне не приезжай, так как условия свидания таковы, что ничего, кроме расстройства, от этого не воспоследует. К тому же это слишком дорого, один билет будет стоить больше 500 рублей». В то время Гумилев еще по привычке думал, что у матери нет денег, а потому заставлять ее покупать дорогой билет в далекий Омск не стоит.
он оставался скромным и почтительным сыном. Год спустя Гумилев уже будет требовать приезда Ахматовой, а когда станет ясно, что в Омск мать ехать не собирается, пожалуется на нее Эмме Герштейн. Приезд мамы ко мне и хоть немного душевного тепла, конечно, поддержали бы меня, дали бы стимул к жизни. Но я думал, что она по-прежнему стеснена в деньгах и пожертвовал собой. Поездка в Омск не тяжелее поездки в Ленинград, а имея деньги, можно было прилететь. Но теперь это непоправимо. Пусть ее судит собственная совесть. В 1954-м до вражды было еще далеко. Летом Лев обсуждал с Ахматовой сочинение Прокопия Кисарийского, делился с ней своими этнографическими наблюдениями и просил прислать поскорей второй том «Троецарствия». В начале лета Гумилев узнает, что Ахматова хлопочет о его досрочном освобождении. Последняя твоя открытка от 10 июня, где ты пишешь о поданной жалобе, весьма меня взбудоражила. До сих пор всякий оптимизм был от меня весьма далек, ибо невиновность моя в 50-м году была очевидна, но это не интересовало следствие. Мысли в голове моей пришли в смятение, ведь я так спокойно уже приготовился здесь помирать. Надежда слишком рано поселилась в его душе. Уже в сентябре Гумилев, узнав о провале первой попытки добиться пересмотра его дела, подает Ахматовой советы. Единственный способ помочь мне — это не писать прошения, которые механически будут передаваться в прокуратуру и механически отвергаться, а добиться личного свидания у Ворошилова или Хрущева и объяснить им, что я толковый востоковед со знаниями и возможностями, далеко превышающими средний уровень, и что гораздо целесообразнее использовать меня как ученого, чем как огородное пугало. Видимо, переломной в отношениях Гумилева и Ахматовой стала зима 1954-1955 годов. 15-26 декабря 1954 года проходил второй всесоюзный съезд писателей. Ахматова стала его делегатом. Гумилев надеялся, что она использует благоприятную возможность и обратится не только к влиятельным писателям, но и к первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву и легендарному маршалу Климу Ворошилову, тогда председателю Президиума Верховного Совета. Еще в сентябре 1954-го Гумилев советовал Ахматовой добиваться встречи с ними. Теперь же и добиваться не пришлось бы. Гора сама пришла к Магомету. Кремлевские небожители сидели в президиуме, а в заключительный день съезда Ахматову пригласили на прием в Кремль. Что там пригласили? Почти насильно привели. Вставайте, надо ехать в Кремль. Что произошло в Кремле? Ничего, разумеется. Прием прошел, как полагается. Много лет спустя Эмма Герштейн постарается объяснить логику происходящего. Лев Николаевич и его друзья-салагерники воображали, что Ахматова крикнет там во всеуслышание: «Спасите! У меня невинно осужденный сын!» Лев Николаевич не хотел понимать, что малейший ложный шаг Ахматовой немедленно отразился бы пагубно на его же судьбе. Вместо этого наивного проекта Анна Андреевна переговорила на съезде с Оренбургом, и он взялся написать наверх об Ахматовой. С этим и в самом деле трудно поспорить, ведь реакция Хрущева, а решение принимал, конечно же, он, а не престарелый безвластный Ворошилов, была бы непредсказуемой. Такая эскапада на кремлевском приеме могла окончиться как быстрым освобождением, так и принципиальным отказом пересматривать дело Гумилева. В худшем случае Гумилеву пришлось бы досиживать свою десятку без надежды на досрочное освобождение. Смущает меня только вот что. Мудрая и выдержанная Эмма Герштейн еще до войны, когда Гумилев отбывал свой первый срок, толкала Ахматову на действительно безумный, самоубийственный шаг, и я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок, вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением. Что касается Ахматовой, то, полагаю, читатель еще не забыл, как она приехала в октябре 1935 года в Москву со своим потрепанным чемоданчиком, как написала письмо Сталину,
а друзья помогли сделать так, чтобы оно попало в руки адресату. А ведь в 1935-м риск был куда выше, чем в 1954-м. Как эта смелая до безумия женщина стала столь осторожной, расчетливой и хладнокровной? Судить Ахматову мы не имеем права. Попробуем ее понять. Забота о сыне не вытеснила из ее жизни другие, вполне понятные интересы. Знакомая Анна Андреевна, писательница Наталья Ильина, вспоминала, как Ахматову, которую тогда поселили в хорошем по тем временам номере гостиницы «Москва», пришла в гости к Ардовым. Меня сразу включили в обсуждение цвета и фасона нового платья Анны Андреевны. Мальчики были весело почтительны, Анна Андреевна смеялась на шутки Ардова и чувствовалось, что она привязана к Нине Антоновне и к мальчикам, и что в этом доме ей хорошо. Прав был Лев Гумилев, когда отправил 22 декабря 1954 телеграмму Эмме Герштейн: «Напомните маме обо мне похлопотать». Как не похожа эта веселая, счастливая дама в нарядном платье на ту полусумасшедшую женщину, что приехала в осеннюю Москву 1935-го, смотрела по сторонам невидящими глазами и повторяла, как в бреду: «Коля, Коля, кровь». Но о сыне она не забыла, не забыл своего обещания и Эренбург. Он составил письмо на бланке депутата Верховного Совета и отправил его Хрущеву, приложив еще и переданное ему Ахматовой ходатайство академика Струве, старого учителя Гумилева. Хрущев не ответил. Неконфуцианские письма. Всю зиму Лев Николаевич провел в ожидании вестей. К весне стало ясно, что его дело с места не сдвинулось. Гумилев отсидел к этому времени только половину своей десятки и все меньше верил, что выйдет из лагеря живым. Весенние письма к Ахматовой, Варбанец и Герштейн больно читать. Столько там обиды на мать, горечи, ненависти. Из письма к Эмме Герштейн от 8 марта 1955-го. Одна посылка в месяц не покрывает всего долга матери перед гибнущим сыном, и это не значит, что мне нужно 2 посылки. Пора понять, что я не в санатории. У меня возникает иногда подозрение, что мама любит меня по инерции, что она отвыкла по-женски от меня. Из письма к Эмме Герштейн от 25 марта 1955. Мама, как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична. Но совесть она хочет держать в покое, отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма, без ответов на заданные вопросы. Кстати, о посылках. 20 лет спустя после смерти Ахматовой, 30 лет спустя после освобождения, Гумилев все еще попрекал мать. Мама присылала мне посылки. Каждый месяц одну посылку рублей на 200 тогдашними деньгами, то есть на наши деньги, деньги после реформы 1961 года, примечание автора, на 20 рублей. Трудно сказать, справедлив ли этот упрек. В посылках Ахматовой были финики, икра, ананасы. Гумилев в письмах даже просил ее присылать еду попроще, полагал, что она живет в той же бедности, что и в конце 40-х. Кроме того, мать высылала сыну от 100 до 200 рублей в месяц, следовательно, в год помощь сыну в лагере стоила Ахматовой от 3600 до 4800 рублей. Это не так уж и мало. В середине 50-х средняя зарплата в СССР составляла что-то около 600 рублей. Но Гумилев считал, что мать заботилась о нем недостаточно. Из письма аресту Высоцкому от 13 ноября 1957 года. Все эти 7 лет я жил впроголодь, настолько впроголодь, что у меня сейчас язва 12-перстной кишки, а это очень болезненно. О маминых 100 тысячах я не знал и их не видел. Лишняя пачка махорки, фунт сахару и тому подобное были бы спасением. Письма и посылки ко мне были не ограничены.
Посылки на почту помогал отвозить сын Нины Ольшевской Алексей Баталов, будущий герой социалистического труда и народный артист. Ахматова с 30-х годов подолгу жила в квартире Ардовых. Получив в кои-то веки большой гонорар, она тут же сделала друзьям подарки. Эмме, например, купила пишущую машинку. Ардовых, разумеется, надо было отблагодарить чем-то особенным. Когда я вернулся из армии, вспоминает Алексей Баталов, свой гонорар Ахматова подарила мне, чтобы я приоделся. Но я купил старенький зеленый «Москвич», о котором мечтал. Помню, пригнал его под окна дома, поднялся к Анне Андреевне и говорю: я купил машину. После паузы она ответила: по-моему, это великолепно. «Москвич 401», усовершенствованная версия трофейного Opel Kadett К-38, выпускался с 1954 по 1956. Подарок был сделан или в 1954, или в первой половине 1955. В августе 1955 Баталов уже водил машину. Подарок — 9000 рублей, как раз стоимость нового «Москвича». Дорогой, но вполне объяснимый. Любопытно, что Гумилев, часто ругавший мать и находивший для попреков самые разнообразные поводы, кажется, ни разу не вспомнил об этом. Сам Лев Николаевич так и останется на всю жизнь безлошадным. Но ни автомобилями, ни новыми и дорогими костюмами и другими предметами скромной советской роскоши Гумилев никогда не интересовался. Он просил, требовал от Ахматовой вовсе не денег. Из письма Льва Гумилева Анне Ахматовой от 9 июня 1955 года. «Думаешь ли ты о том, какую сумятицу ты вносишь мне в душу, и без того измятую и еле живую? Что это за игра в прятки? Ведь лучше написать прямо: не хлопочу за тебя и не буду, сиди, пока не сдохнешь. Или хлопочу, но не выходит. Или хлопочу и надеюсь на успех, делаю то-то. Или то, что есть. А ты о чем угодно, кроме единственного интересного для всякого заключенного — перспективы на волю. Неужели ты нарочно?» Гумилев делился своими обидами не только с Эммой, но и с лагерными друзьями. Михаил Федорович Хван, вернувшийся из лагеря на год раньше Гумилева, в сентябре 1955 года попросит Василия Васильевича Струве помочь Гумилеву. В его письме к академику есть и такие слова. Все его несчастье в том, что он сын двух известных поэтов-неудачников, и обычно его вспоминают в связи с именами родителей, между тем, как он ученый и по своему блестящему таланту не нуждается в упоминании родителей. Ни Ахматова, ни Герштейн не сомневались, что Хван писал с Левиного голоса. Гумилев впервые в жизни признается, что жалеет о своем родстве с Ахматовой. Из письма к Эмме Герштейн от 25 марта 1955. Пускай она поплачет, ей ничего не значит. У мамы старческий маразм и распадение личности, но мне от этого не только не легче, но наипаче тяжелее. Вы пишете, что не мама виновница моей судьбы, а кто же? Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество. Это, конечно, не совсем так. Дети простых баб как раз и составляли большую часть населения ГУЛАГа, но положение Гумилева не располагало к рассудительности. Его все больше мучили боли, развивалась язва. 28 февраля 1955 Гумилев сделал приписку к своему научному завещанию, составленному еще в 1954 2 страницы указаний для редактора, который после его смерти готовил бы древнюю историю Срединной Азии к печати. Из письма к Эмме Герштейн от 25 марта 1955. Для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, как она, бедная,
сыночка потеряла. Не кормить меня она должна, а обязана передо мной и Родиной добиться моей реабилитации, иначе она потакает вредительству, жертвой которого я оказался. Со временем пытка ожиданием становилась все более мучительной. Хрущев еще не прочитал своего секретного доклада, но культ личности уже обсуждали на пленумах ЦК. Еще Берия весной 1953-го начал освобождать политических заключенных. Процесс набирал обороты не быстро, но в 1955-м на волю выходило все больше и больше узников. В Камышлаге пробудились чемоданные настроения. Те, кого еще не выпустили, ждали пересмотра своего дела со дня на день. Гумилев тоже готов был сидеть на чемоданах. У него уже были 2 фанерных чемодана, набитых книгами. Но шло время, друзья выходили на волю, а он все продолжал сидеть. Все мои знакомцы, с коими я поглощал мамины посылки, уже пишут мне из дому. Я тоже хочу домой. Это цитата из письма, отправленного Эмме Герштейн 1 марта 1956 года, когда до освобождения оставалось всего 2,5 месяца, но пытка ожиданием совершенно расстроила его нервы. Ожидание переходило в раздражение, направленное почти всегда против матери. Это продолжалось весь последний лагерный год Гумилева. Интересно, что в письмах к Эмме Герштейн или Наталье Варбанец упреков Ахматовой намного больше, чем в собственной переписке с матерью. Более того, иногда Гумилев пытался примириться с Ахматовой, обижавшейся на его непочтительные, неконфуцианские письма. На пути к замку. Гумилев все больше сомневался в способности и желании матери его спасти, хотя Анна Андреевна начала хлопотать о сыне еще весной 1950-го. 24 апреля она написала Сталину 3-е письмо, которое поступило, как и положено, в особый сектор ЦК ВКПБ. Сталин письма, очевидно, не читал. 27 января и 5 февраля Ахматова вместе с Лидией Чуковской будет составлять письмо к Ворошилову. В то же самое время письмо Ворошилову написал знаменитый и влиятельный архитектор Руднев, автор проекта здания МГУ на Воробьевых, тогда Ленинских горах. Руднев же позаботился, чтобы письмо Ахматовой попало Ворошилову в руки. В феврале 1954-го, как в памятном октябре 1935-го, Ахматова пришла к будке комендатуры у Троицких ворот Кремля и передала конверт с 2 письмами, своим и Рудневским. Но поступок, спасительный 20 лет назад, на этот раз не дал результата. В 1935 году Сталин был полновластным хозяином страны, любившим решать единолично все вопросы, от постановки нового спектакля в художественном театре до вооружения новейшего истребителя. Ворошилов в 1954-м формально считался главой государства, но от реальной власти был далек. Впрочем, в 1954-м даже Хрущев еще не был авторитарным правителем. Это было время коллективного руководства, когда Хрущев еще боролся за власть с Маленковым. Эмма Герштейн правильно оценила слабость Ворошилова, но наивно предположила, что он, получив письмо Ахматовой, непременно должен был проконсультироваться с Хрущевым и получить от него инструкции насчет Ахматовой и ее сына. На самом же деле Ворошилову, скорее всего, и в голову не пришло беспокоить Хрущева по такому ничтожному с его точки зрения поводу. Ворошилов сделал то, что и полагалось чиновнику его ранга. Направил письмо Ахматовой в прокуратуру, где и должны были провести проверку. В июне пришел ответ, подписанный генеральным прокурором Руденко. Исходя из того, что Гумилев Л.Н. осужден правильно, Центральная комиссия по пересмотру уголовных дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать Ахматовой А.А. в ее ходатайстве о пересмотре решения особого совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 года по делу ее сына Гумилева Льва Николаевича. После этого неудачного приступа Ахматова с помощью своих друзей начала что-то вроде планомерной осады.
Василий Васильевич Струве, еще недавно считавший Гумилева погибшим, написал письмо Хрущеву. Написал, как мы знаем, и Эренбург. Николай Иосифович Конрад передал свое письмо в Кремль через врача, лечившего секретаря ЦК Поспелова. В ноябре-декабре 1955 года, благодаря усилиям Анны Ахматовой, Эммы Герштейн и Надежды Мандельштам, трое видных ученых, 3 доктора исторических наук, академик Струве, директор Эрмитажа Артамонов и лауреат Сталинской премии Окладников направили в прокуратуру СССР свои письма, где просили как можно скорее пересмотреть дело Гумилева и выпустить талантливого ученого на свободу. В письмах все оценивали способности Гумилева исключительно высоко и доказывали, что такой ученый принесет советскому государству немалую пользу. Но были и существенные различия. Отзыв Струве самый положительный, хоть и не слишком конкретный. Видна опытная рука человека, за много лет изучившего психологию советского начальства. Л.Н., выдающийся знаток истории Среднего Востока, отсутствие которого из наших рядов приносит большой ущерб нашему делу. Его отличные способности и исключительная память позволили ему, даже находясь в условиях своего места заключения, написать 2 крупных и солидных научных работы. Теперь, когда враги СССР во главе с США ведут ожесточенную идеологическую борьбу против нас в Азии, наличие такой научной величины, как он, было бы чрезвычайно необходимо. Выдающийся советский археолог Окладников знал Гумилева меньше, к тому же он не решился объявить Гумилева невинно осужденным и специально оговорился: если и была вина, то много меньше по объему, чем все то, что он уже перенес в заключении. Окладников объяснил Надежде Яковлевне Мандельштам, служившей посредником в этом деле, Струве 80 лет. На самом деле Струве в 1955 году было 66 лет. Примечание автора. Он академик, он может, а я не могу. Но в целом и его характеристика была исключительно положительной. Меня, как и всех, кто мог ознакомиться с его работами, поражала удивительная смелость его мыслей и подлинная историчность его взглядов. Важно было бы вернуть этого талантливого и полезного нашей науке молодого исследователя к настоящей жизни в науке. Директор Эрмитажа Артамонов знал Гумилева лучше других, работал с ним несколько экспедиционных сезонов. Его характеристика резко отличается от предыдущих. Она даже озадачивает, так как не вписывается, в отличие от писем Окладникова и Струве, в рамки самого жанра прошения или ходатайства. Артамонов тоже высоко оценивает способности Гумилева. Со временем он станет гордостью советской исторической науки. При этом Михаил Илларионович рассказывает о неуравновешенном, впечатлительном характере Гумилева, его склонности к беспорядочному образу жизни, о ребячестве, остром уме и злом языке. Словом, создает картину, при которой можно объяснить как арест Гумилева, так и необходимость его освобождения. Гумилев, которому Эмма переслала копии этих писем, был воодушевлен. Позднее он будет утверждать, что именно эти письма Конрада, Струве, Артамонова и Окладникова помогли ему выйти на свободу, но так ли это, сказать трудно. Самое позднее из этих писем, артамоновское, датировано 19 декабря 1955 года. Через 2 месяца начнется 20-й съезд. 25 февраля Хрущев прочитает свой «секретный» в кавычках доклад, который вскоре станет известен всем, кто хоть сколько-нибудь интересовался политической жизнью. Тогда будет решено и дело Гумилева. Почему же нельзя было решить его раньше? Эмма Герштейн излагает свою версию. Самой страшной виной Гумилева было чтение стихов о кремлевском горце. Герштейн ссылается на разговор Мандельштам с Фадеевым. Однажды нетрезвый Фадеев в лифте шепнул Надежде Яковлевне: «Это поручили Андрееву с Осипом Эмильевичем». Кроме того,
Андреев в 1940 году вместе со Ждановым и Маленковым забраковали ахматовский сборник из 6 книг. Отсюда следует вывод, что товарищ Андреев, наряду со Ждановым и Маленковым, был гонителем Мандельштама, Ахматовой и ее сына. Именно он мешал освобождению Льва Гумилева. Нет сомнения, считает Эмма Герштейн, что от него исходил запрет на пересмотр дела Льва Гумилева. По всей вероятности, он никогда не мог забыть и простить оскорбительную строфу из стихотворения Мандельштама. И только после 20-го съезда, когда, в кавычках, «ослабла власть Андреева», дело Льва начали пересматривать. Примечание. Андрей Андреевич Андреев и в самом деле был упорным, твердокаменным сталинистом. В 1953 году на июльском пленуме ЦК он, кажется, единственный из выступавших высказался против словосочетания «культ личности», которое уже вовсю использовали другие делегаты. До марта 1953-го Андреев был заместителем председателя Совета министров СССР, то есть одним из заместителей Сталина в правительстве. Но после смерти Сталина Андреев этой должности лишился, с тех пор его карьера пошла под гору. В 1953 году он станет членом Президиума Верховного Совета. В сущности, это была почетная отставка. Конец примечания. Мог ли Андреев повлиять на судьбу Гумилева? Скорее всего, ни о каких Ахматовых, Гумилевых и Мандельштамах он и не думал. Представить себе не могу, чтобы партийный деятель и государственный чиновник самого высокого ранга, потерпев поражение в кремлевской аппаратной борьбе, интересовался стихами поэта, давным-давно стертого в лагерную пыль. Тем более Андреева не могла занимать судьба какого-то зэка из Омска. Полноте! Не до стихов было товарищу Андрееву. Но если не Андреев, то кто же стоял на пути Гумилева? Не прокурор же Руденко, которому до Гумилева и подавно дела не было. Во всем Советском Союзе, кажется, только Ирина Пунина не хотела возвращения Гумилева. Но, к счастью, Ирина Николаевна Пунина, скромный преподаватель-искусствовед, была здесь бессильна. Скорее всего, никто и не стремился держать Гумилева в тюрьме. Просто он попал между шестеренок неповоротливой бюрократической машины. Не случайно Сергей Лавров начинает главу о последнем гумилевском сроке с цитаты из «Замка» Франца Кафки. «У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете. Вам, видно, еще никогда не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем-то настоящим. Точнее и не скажешь. Дело Гумилева, несмотря на заступничество академиков и влиятельных известных писателей Эренбурга, Шолохова, Фадеева, так и продолжало бы вращаться между деталями громадного государственного механизма, если бы Никита Сергеевич Хрущев не выступил со своим докладом, который оказался поворотным в истории послевоенной Европы и мирового коммунистического движения. Среди бесчисленных следствий этого доклада самым замечательным и бесспорно благим стал пересмотр множества дел и освобождение тысяч политических заключенных, среди которых оказался и Лев Гумилев. 2 июня 1956 года военная коллегия Верховного суда отменит постановление особого совещания при МГБ, осудившего Гумилева на 10 лет. 30 июля дело Гумилева будет прекращено за отсутствием состава преступления. Но Гумилев получит свободу еще до юридического признания невиновности, 11 мая 1956 года. Часть 7. Невстреча. За год до освобождения Гумилев написал Эмме Герштейн. Неужели она полагает, что при всем ее отношении и поведении за последнее время достаточно
обнаружившимися. Между мной и ей могут сохраниться родственные чувства. К маю 1956-го он ничуть не смягчился. Его будущая встреча с Анной Андреевной не сулила ничего доброго. Лев Гумилев поехал в Ленинград через Москву, где решил остановиться на Ордынке у Ардовых, но совершенно не рассчитывал встретить там свою мать. Анна Андреевна приехала в Москву 14 мая, а на следующий день приехал Лева. Ясным майским днем на пороге ардовской квартиры появился вчерашний зэк, в кавычках, в сапогах, косоворотке, с бородою, которая делала его старше и значительнее. Но бороду Гумилев сбрил, сразу помолодев, по словам Михаила Ардова, лет на 20. Ахматова попросила Михаила помочь Гумилеву приобрести приличную одежду. Ардов-младший повел Льва в комиссионный магазин на Пятницкой, где они купили, цитата, «башмаки, темный костюм в полоску, плащ». Пока они ходили по магазинам, Ахматову навестила Чуковская. По ее словам, Ахматова была, если не счастлива, то, по крайней мере, оживлена. Любо было видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос. «Накурил Левка», — сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом. Правда, Гумилева Чуковская в тот день так и не увидела, а встреча матери и сына, похоже, вовсе не была такой радостной, какой она предстает в мемуарах Ардова и записках Чуковской. По свидетельству Эммы Герштейн, Гумилев приехал из лагеря до такой степени ощетинившийся против матери, что нельзя было вообразить, как они будут жить вместе. Гумилев даже много лет спустя с раздражением вспоминал встречу 15 мая 1956 года. «Я застал женщину старую и почти мне незнакомую. Она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. Изменилась она и физиогномически, и психологически, и по отношению ко мне». Ахматова была разочарована и рассержена ничуть не меньше. Позднее она будет жаловаться на сына все той же бедной Эмме. Ничего не осталось. Одна передоновщина. Литературовед Алла Марченко, биограф Ахматовой, пыталась оправдать и мать, и сына, но не слишком удачно. По ее словам, Гумилев приехал не вовремя. Если бы телефонным звонком с вокзала или телеграммой с дороги он предупредил мать об освобождении, она к его приезду наверняка сумела бы собраться, приготовиться. Лев Николаевич застал родительницу врасплох, нездоровую, невыспавшуюся, раздраженную. Приехав накануне из Ленинграда, Анна Андреевна полдня провела в редакции. Хотела сразу сделать два дела — сдать завершенные переводы и получить гонорар за прежние. И то, и другое не удалось. Но если все дело было в недоразумении, неготовности к встрече, то мать и сын вскоре должны были примириться. События же развивались по-другому. Из Москвы Гумилев уехал один, хотя в помощи Ахматовой нуждался, ведь в Ленинграде надо было прописаться. Ахматова вернется только через месяц и узнает, что Гумилев прописался у Татьяны Александровны Крюковой, сотрудницы Государственного этнографического музея, с которой он вместе работал еще до ареста. Крюкову Анна Андреевна недолюбливала. В одном из писем Гумилеву Эмма Герштейн пересказала ревнивый сон Ахматовой, в котором она увидела, по всей видимости, сына с Татьяной Александровной. Гумилев тогда оправдывался не перед матерью, а перед подругой. Он писал Эмме: «Ее сон в руку. Татьяна Александровна — старая дама, которая влюбилась в меня и, видимо, бескорыстно. Близости у нас не было. С моей стороны было только дружеское расположение. Но она мне писала теплые слова и посылки слала, как вы. Эмма, милая, дорогая, как бы я хотел расцеловать ваши руки и вас». Эта «старая дама» в кавычках
была на 3 года моложе Эммы, так что в правдивости слов Гумилева можно и усомниться. Татьяна Александровна еще много лет будет ухаживать за Гумилевым, приносить подарки к церковным праздникам, крашеные яйца, веточки вербы. Лев Николаевич называл Крюкову «светлой женщиной Таней», хотя и сочинял о ней насмешливые эпиграммы. «Утром рано из тумана в гости к нам спешит Татьяна». Прописка послужит поводом к новому скандалу. Гумилев считал, что Ахматова вообще не хотела его прописывать. Правда, тогда же Ахматова пропишет Гумилева у себя на улице Красной Конницы, 4, квартира 3, куда она переехала вместе с семьей Ирины Пуниной в 1952 году. Прежде Ахматова жила во дворцах, Шереметьевском, еще прежде в Мраморном. Пусть на самом деле она занимала комнату во флигеле, часто заселенном вполне зощенковскими типами. В 1952-м Ахматова с Ириной Пуниной и Аней Каминской вынуждены были переехать в обыкновенный желто-коричневый ленинградский доходный дом, в обыкновенную питерскую чиновничью квартиру на улице Красной Конницы, которую Ахматова по привычке называла Кавалергардской. Из дневниковых записей Георгия Васильевича Глекина, биолога, биофизика, вторая половина 1950-х. Анна Андреевна живет в небольшой коммунальной квартире на 2-м этаже старого 4-этажного дома номер 4 по улице Красной Конницы. Вдали туманная громада Смольного монастыря. Лестница чисто петербургская, захламленная, ведет на площадку 2-го этажа. На столе у комода 2 образа причудливой формы, но старого письма. Над кроватью лубочное изображение птицы, не то сирин, не то гамаюн, в головах под стеклом замечательно выразительный рисунок Модильяне, изображающий полулежащую Анну Андреевну, еще молодую. Среди вещей на горке подаренный мною старинный триптих. Ахматовой эта квартира не нравилась. «Страшное место», — сказала она Антонине Любимовой. Квартира на улице Красной Конницы была коммунальной. Помимо Ахматовой там жила Ирина Пунина со своим вторым мужем Романом Альбертовичем Рубинштейном и дочерью от первого брака Аней Каминской. Были в квартире и посторонние для Ахматовой и Пуниных люди. Одну из комнат занимали Анна Ксагорова с сестрой. Вражда Льва с Ириной Пуниной продолжалась уже 3-е десятилетие. Анатолий Найман считал, что именно Ирина Пунина ссорила Льва с Анной Андреевной. Ахматова не хотела, чтобы я жил у нее ни на квартире, ни даже близко от нее, вспоминал Гумилев. Бессмысленно и беспощадно. Даже если бы Лев дружил с Пуниной и Каминской, если бы мать и сын не поссорились в первый же день, жить вместе они не смогли бы. Гумилеву, немолодому уже мужчине, была необходима своя комната. Он встал в очередь на жилье еще летом, а осенью 1956-го Ахматова напишет Александру Андреевичу Прокофьеву, первому секретарю правления Ленинградской писательской организации, лауреату Сталинской премии и бывшему чекисту. «Мой сын Лев Николаевич Гумилев прописан у меня, где ему решительно негде жить, и поэтому я осталась в не очень приспособленном домике в Комарове совсем одна. Милый Александр Андреевич, я прошу вас вот о чем. Если можно как-нибудь поторопить получение сыном комнаты от жилотдела». Но Гумилев получит отдельную комнату только весной 1957-го. До тех пор Ахматова старалась задержаться или в Комарове, или в Москве. Впрочем, она все-таки нашла общий язык с Львом. Нашла, как ни странно, на деловой почве. Она от меня требовала, чтобы я помогал ей переводить стихи, что я и делал по мере своих сил, и тем самым у нас появилось довольно большое количество денег. Вряд ли слово «требовало» здесь уместно. У Гумилева, человека резкого, независимого и обидчивого,
Вообще было трудно что-то потребовать. Ахматова предложила совместную работу. Гумилев не стал отказываться, ведь ему были нужны деньги на обзаведение хоть какими-то вещами. К работе переводчика его склоняли и друзья. Поэту Матвею Грубияну, салагернику Льва, так понравились гумилевские переводы с идиш, что он начал горячо убеждать Льва Николаевича сменить профессию. Ярослав Смеляков считает, что у вас блестящий слог, богатый язык и вкус поэта с огромными возможностями. Так что, Лев Николаевич, вы совершаете большое преступление, что вы не занимаетесь переводами. Вы бы стали богатым, купили бы квартиру, машину, жену, и чего пожелали бы. Гумилев поначалу и не отказывался. В июне 1957-го он писал Абросову: «С осени я начну перевод персидского поэта Бехара и надеюсь заработать свои 20 тысяч рублей». 2 года спустя писал брату, как выгодно заниматься переводами. За строчку платят 5 рублей, так что если не лениться, то за один вечер легко заработать все 100. Несмотря на такую блестящую перспективу, Лев Николаевич большую часть времени занимался наукой, а к началу 60-х и вовсе оставил переводы. Между тем, на зарплату Гумилева в Эрмитаже, 1000 дореформенных рублей, можно было жить, но жить очень скромно. Еще в мае 1959-го Гумилев жаловался, что у него нет приличного костюма. В 1956-57 он не только работал вместе с Ахматовой, но даже вел с ней и с Пуниными общее хозяйство. По крайней мере, Ирина в январе 1957-го хвалила стол, кресло и чашки, купленные Гумилевым для квартиры на Красной Коннице. Ахматова помогала сыну деньгами и заботилась о его здоровье. «Скажи Леве, что я умоляю его меньше работать по вечерам и вообще поберечь голову. Где он обедает?» Судя по этому письму к Ирине Пуниной 25 января 1957-го, отношения между матерью и сыном тогда не были так уж безнадежно испорчены. Весной 1957 года Гумилев получил комнату в коммунальной квартире на Московском проспекте, куда поспешил перебраться, но с Ахматовой они некоторое время продолжали переводить. Кажется, последняя совместная работа была над переводами Ивана Франко и 2-томным изданием сербского эпоса о князе Лазаре, братьях Юговичах и других героях. Обе книги вышли в 1960 году. Еще несколько лет Гумилев и Ахматова общались друг с другом. Лев Николаевич заходил к ней в гости. Увы, 30 сентября 1961 года случилась ссора, после которой они расстались навсегда. Незадолго до этого Ахматова переехала в новую квартиру на улице Ленина, 34. Там все и случилось. Перед защитой докторской, накануне дня моего рождения в 1961 году, вспоминал Гумилев в 1987, она выразила свое категорическое нежелание, чтобы я стал доктором исторических наук, и выгнала меня из дома. Это был для меня очень сильный удар, от которого я заболел и оправился с большим трудом. Гумилева в тот же день встретил Михаил Илларионович Артамонов, который вскоре должен был оппонировать Льву Николаевичу на защите докторской диссертации. Артамонов испугался за ученика. В таком виде, Лев Николаевич, на защиту не являются. Вас трясет. Извольте привести себя в порядок. Уже в первых числах октября у Ахматовой был 2-й инфаркт. В подробнейшей летописи жизни и творчества Ахматовой даты 30 сентября 1961 нет, хотя сведения о событиях этого дня составителю известны из записей Лидии Чуковской. В отличие от Гумилева, Ахматова не запомнила или просто не пожелала называть эту дату, зато довольно много рассказала Лидии Корнеевне, когда та пришла к Ахматовой в больницу 1 января 1962 года. «Этот великий ученый не был у меня в больнице за 3 месяца ни разу», — сказала Анна Андреевна, потемнев. «Он пришел ко мне домой в самый момент инфаркта,
обиделся за что-то и ушел. Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, что я не раззнакомилась с Жермунским. Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации. Подумайте, парню 50 лет, и мама должна за него обижаться. Лев Николаевич несколько по-иному рассказывал жене об этой, как оказалось, последней встрече с матерью. По его словам, поводом к ссоре послужили их совместные переводы восточных поэтов. Ахматова делилась с ним деньгами, но, как передает версию мужа Гумилева, считала, что довольно сильно потратилась, отправляя посылки ему в лагерь, и теперь он должен их отработать. В те времена он часто ее навещал. Порой она встречала его холодно, иногда с важностью подставляла щеку. В тот раз сказала Льву, что он должен продолжать делать переводы. На это он ответил, что ничего не может сейчас делать, так как на носу защита докторской. Он должен быть в полном порядке, все подготовить. «Ты ведь только что получила такие большие деньги, 25 тысяч, я же знаю». «Ну тогда убирайся вон». Лев ушел. Он очень расстроился, так как это был уже не первый случай ее грубости. Разумеется, рассказ Гумилева тенденциозен, а сама Наталья Викторовна, передавая слова супруга, вряд ли сумела избежать неточностей и передержек. Я бы не слишком доверял такой интерпретации, но вовсе отвергать тоже не хочу. Несколько фактов заставляют задуматься. Незадолго до возвращения Гумилева из лагеря Ахматова спрашивала у Чуковской, можно ли купить за 800 рублей хороший мужской костюм. Не характерно для Ахматовой, прежде денег как будто не считавшей. Мемуары Эммы Герштейн скорее проахматовские, но они написаны много лет спустя, после смерти Анны Андреевны. А в середине 60-х Герштейн оценивала происходящее иначе. Лидия Чуковская передает содержание их с Эммой беседы, состоявшейся 17 мая 1966 года. Эмма говорила, что Ахматова в последние годы очень много тратила на Пуниных и Ардовых, на Леве же почему-то экономила. Не позаботилась о его костюмах, деньгах, лечении. Деньги для него вообще давала нещедро. Сам Лев Николаевич, особенно в хмелю, был менее деликатен. Он будто бы назвал мать старухой-проценщицей. Эта неожиданная скупость говорит, конечно, не об алчности, а о каком-то болезненном состоянии. Ахматова, даже получая приличные гонорары за переводы, не умела и не хотела обустроить даже собственный быт, купить самые необходимые вещи. Ее лежанку, иначе не скажешь, в будке много лет подпирал кирпич. Анна Андреевна была поэтом, а не ростовщиком. Переводы оказались только поводом, но не причиной ссоры, да и сама ссора началась, когда Гумилев был еще в лагере. В любом случае, эта вражда дорого будет стоить им обоим. Лидия Чуковская имела все основания записать: никакое постановление ЦК не властно с такой непоправимостью перегрызать сердечную мышцу, как грызня между близкими. От обиды я нажил язву. Уже в старости рассказывал Гумилев своему другу, академику Панченко. Именно эта язва, в конце концов, свела его в могилу, добавлял Александр Михайлович. После смерти Ахматовой Гумилев скажет Михаилу Ардову, что 5 марта 1966 года потерял мать в 4-й раз. Первый — какое-то отчуждение в 1949 году, второй — в 1956, сразу после освобождения, третий — последняя ссора, когда они перестали встречаться. Мать и сына пытались примирить и Нина Антоновна Ольшевская, и Эмма Григорьевна Герштейн. Впрочем, мирили ли знакомые Ахматову с Гумилевым или же ссорили, сказать трудно. Осенью 1965-го друзья Ахматовой не пустят Гумилева в больницу к матери, он только сможет передать ей записку. Ахматова, правда, была возмущена.
Как же не понимают мои друзья, — сетовала она, — что это сын мой единственный, самый близкий мне человек, наконец, единственный мой наследник. Впрочем, и раньше, осенью 1961-го, Гумилев не хотел видеть Ахматову даже в больнице, да и в ее инфаркт не поверил. А мою болезнь он не признает. Ты всегда была больна, и в молодости. Все одна симуляция. Из рассказа Ахматовой неясно, сказал ли он это Ахматовой уже после 30 сентября по телефону, или ей стало плохо во время разговора. Надо сказать, что и Ахматова, в свою очередь, не верила в болезни сына. Он говорит, что у него язва, а сам на 6-й этаж втаскивает стол, отчего при язве он умер бы. Он, конечно, чем-то болен, но добрая половина его болезни — не что иное, как остатки лагерной симуляции. Осенью 1962 года Ахматова раздумывала, стоит ли поздравлять Льва с днем рождения. Вдруг рассердится. Что же, она хорошо знала своего сына. Еще 12 сентября 1962 он писал Василию Абросову: «Моя мамаша продолжает порочить меня где может. Возврата отношений не может быть». В 1965 году Ахматова уверяла Эмму Герштейн, что Льву достаточно прийти и попросить: «Мама, пришей пуговицу, как мир между ними тут же наступит». Красиво, хотя пришивала ли она ему пуговицы прежде. Мне хотелось бы завершить эту главу немедленно и завершить по возможности примирением матери и сына или хотя бы намеком на примирение, как попыталась это сделать Эмма Герштейн. Увы, даже смерть матери не принесла мир в душу Льва Николаевича. На похоронах Гумилев плакал, но обид своих не забыл и не простил. Знаменитый реставратор, искусствовед Савва Ямщиков, утверждал, что в беседах с ним Гумилев никогда не касался двух тем — страданий узника ГУЛАГа и отношений с матерью. «Я не хочу посвящать вас в хождение по кругам ада, ибо у меня не останется времени для науки», — говорил Лев Николаевич. Однако с другими собеседниками Гумилев был намного откровеннее. В своих воспоминаниях, записанных в 1986-87 годах на магнитофонную ленту, Гумилев ничуть не доброжелательнее к Ахматовой, чем в своих горьких письмах из Камышлага. По свидетельству географа Олега Георгиевича Бекшенева, Гумилев в 1972 году не стеснялся ругать Ахматову даже на лекциях перед студентами. Историк литературы Михаил Давидович Эльзон в конце 80-х с возмущением показал Гумилеву выпуск книжного обозрения, где ахматовский реквием был назван памятником самолюбованию. На это Гумилев ответил: правильно. Что правильно? Памятник самолюбованию. О противоестественной вражде матери и сына говорили и писали современники, о ней пишут биографы, литературоведы. Но все их версии восходят всего к двум первоисточникам: к высказываниям Ахматовой, к интервью и воспоминаниям Гумилева. Версия Гумилева. Лев Гумилев еще в лагере решил, что с его матерью произошла какая-то неприятная для него перемена. Московская встреча с Ахматовой его в этом убедила. Но что же послужило причиной перемены? Из магнитофонной записи 1986 года. Ее общение за это время с московскими друзьями, Сардовым и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого, очень повлияло на нее. Из магнитофонной записи 1987 года. Я приписываю это изменение влиянию ее окружения, которое создалось за время моего отсутствия, а именно ее новым знакомым и друзьям — Зильберману, Ардову и его семье, Эмме Григорьевне Герштейн, писателю Липкину и многим другим,
имена которых я даже теперь не вспомню, но которые ко мне, конечно, положительно не относились. Примечание. Неясно, идет ли речь об Зильберштейне, издателе и литературоведе, или же Лев Николаевич просто дважды назвал Ардова, настоящая фамилия которого была Зильберман. Слова Гумилева в пересказе филолога Михаила Кралина 1980-е годы. Когда меня забирали, она осталась одна, худая, голодная, нищая. Когда я вернулся, она была уже другой, толстой, сытой и облепленной евреями, которые сделали все, чтобы нас разлучить. К отношениям Гумилева с евреями мы еще вернемся, но уже сам список недоброжелателей должен удивить. С каких пор Виктор Ардов, в 1936-м хлопотавший за отчисленного из университета Леву, стал его врагом? Правда, после смерти Ахматовой, когда начнется тяжба за наследство, он, ко всеобщему удивлению, станет на сторону Ирины Пуниной. Более того, Надежда Яковлевна Мандельштам писала, что в окружении Ахматовой один только Анатолий Найман не настраивал ее против сына. Но опять-таки не получается с еврейским заговором. Еврей Найман даже в глаза осуждал Ахматову за конфликт с Львом, а та же Ирина Пунина, русская, была как раз самым последовательным его противником. Но если об отношениях Гумилева с Ардовыми можно спорить, то уж Эмма Герштейн, его добрый ангел, явно не заслуживала такой отповеди. Не было другой женщины, так бескорыстно и самоотверженно хлопотавшей за Гумилева. Впрочем, именно к письмам Эммы Герштейн, очевидно, восходит версия об ответственности друзей Ахматовой. 25 марта 1955 года Гумилев вложит в конверт с письмом к Эмме записку для Виктора Ардова. Гумилев попросит Эмму записку прочитать, отведя своей подруге роль цензора. Эмма, как мы помним, прочитала эту, по ее словам, наивную и глупую записку, но передавать Ардовым не стала, предпочла уничтожить текст. До нас дошла только первая фраза: «Что я вам сделал плохого?» Вероятнее всего, о какой-то неблаговидной с точки зрения Гумилева и Герштейн деятельности Ардова Лев мог узнать от самой Эммы. Этому есть и еще одно косвенное подтверждение. Герштейн в мае 1955-го собиралась сопровождать Ахматову в Омск на свидание с Гумилевым, но, по словам Эммы, Анна Андреевна подверглась такому натиску противников этой поездки, что совершенно растерялась. Среди противников Эмма называет Пуниных, Ардовых и окружающих их лиц. Хотя версия о вредном влиянии ахматовских знакомых евреев и возникла уже в 50-е, в сознании Гумилева она, по всей видимости, утвердится лишь много лет спустя, ведь все процитированные высказывания относятся уже к 80-м годам. К тому же в 50-е Гумилев еще не был последовательным антисемитом. Несколько иначе о влиянии недоброжелателей Гумилева на Ахматову писал в июле 1962-го литературовед Юлиан Григорьевич Оксман. Он винил прежде всего семейство Пуниных. Тяжелые конфликты с Левой только на этой почве, так как Пунины его обижали и обижают, а он ревнует мать к ним. В своих самых злых письмах из лагеря Гумилев обвиняет не друзей и знакомых Ахматовой, он обвиняет мать, прежде всего мать. Когда Анна Андреевна предположила, что ее с сыном кто-то ссорит, Гумилев тут же отреагировал: увы, это она сама. Более того, даже теплые, приятные ему письма Ахматовой Гумилев приписывал влиянию других людей, прежде всего Эммы. Если мама возвращается на стезю нормальной человечности, то это только ваша заслуга. Не сержусь больше на маму. Я, конечно, понимаю, что вы провели среди нее разъяснительную работу. Как мы помним из неконфуцианских писем,
Упреки Гумилева сводились к двум обвинениям. Во-первых, Ахматова недостаточно хлопочет о нем, поэтому затягивается его освобождение. Во-вторых, она не отвечает на его вопросы, не уделяет сыну родственного внимания и даже не едет к нему на свидание, хотя такая возможность представилась впервые еще за 2 года до его освобождения. Первый упрек особенно тяжек и в целом несправедлив. Стоило Эмме неосторожно сказать: «Лева, вас освободил 20-й съезд», как он воскликнул: «Ага, значит, мама вообще не подавала никакой просьбы». Как видим, от еврейской версии Гумилев был еще очень далек. Ахматова все-таки многое сделала для его освобождения. Более того, она сделала даже больше, чем могла. Гумилев потом напишет, что пассионарность чаще всего проявляется в безудержном стремлении к власти, к победам, к успеху, к богатству. Пассионарность Ахматовой проявлялась, как у Луция Корнелия Суллы, в стремлении к славе. Пожертвовать мировой славой для нее страшнее, чем для другой женщины пожертвовать красотой. Когда Ахматова в бешенстве кричала Льву: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я», она по-своему была права, только сын все равно не мог ей поверить. «Твои стихи в огоньке я прочел и порадовался за тебя», — писал Гумилев из Песчан-Лага. И это о стихах, славословящих Сталина, единственно спасительном средстве, оставшемся у Ахматовой. Жертву Ахматовой не только не приняли, но даже не поняли. Оценил ее Николай Пунин, такой же, как и Лев, бесправный зэк, доживавший свои дни в лагере под Воркутой. Стихи в огоньке я прочитал. Я ее любил и понимаю, какой должен быть ужас в ее темном сердце. Но письма Ахматовой в лагерь все больше и больше расстраивали Гумилева. Даже у современного читателя они вызовут недоумение. «Я отдыхаю теперь прохладно, и отдельная комната, и общее доброе отношение», пишет Ахматова сыну 1 июля 1953 года. Письмо от 17 сентября 1954 года Ахматова заканчивает жалобой: «У меня смутно на сердце, пожалей хоть ты меня». Каково Гумилеву было читать все это? Жалоба Ахматовой по меньшей мере неуместна, хуже того, бестактна. Но мы ведь должны не судить, а понять ее. Мироощущение Ахматовой было трагическим в такой степени, что она со временем привыкла и мелкие бытовые неурядицы поднимать до уровня несчастья, беды, катастрофы. Правительственная больница в Ташкенте превращалась для нее в тифозный барак, необходимость вымыть голову без посторонней помощи в большое горе, бараний бульон вместо куриного в угрозу для жизни. Она не хотела задеть или обидеть сына, но он давно отвык от материнской манеры общаться. К тому же реальность, в которой Гумилеву приходилось жить, настолько отличалась от столичного мира, окружавшего Ахматову, что он не мог не разозлиться. От мамы пришла открытка, в которой она горько оплакивает телефон, выключенный на месяц. «Мне бы ейные заботы». «Я, разумеется, ответил соболезнованием», напишет он Эмме Герштейн 27 сентября 1955 года. К Ахматовой пришла заслуженная слава. Окружающие все больше и больше курили ей фимиам. Анна Андреевна жила в атмосфере всеобщего поклонения. Константин Симонов стеснялся при ней носить орден. Михаил Лозинский, взявшийся по просьбе Ахматовой отредактировать и поправить ее перевод «Марион де Лорм» Виктора Гюго, сравнивал себя с сапожником, который взялся чинить сандалии богини. Лева со своей фамильярностью, насмешливостью, да еще и, возможно, лагерной грубостью ее отталкивал. Льва же еще в лагере раздражал культ Ахматовой, о котором он, если и не знал,
кто догадывался? Неужели добрые друзья ей настолько вылизывают зад, что она воображает себя непогрешимой всерьез? Когда-то, давным-давно, маленький еще Лева просил Ахматову: «Мама, не королевствуй». Но к 1956 году она уже привыкла королевствовать и очень удивлялась и обижалась, если сын вел себя неподобающим образом. Наталья Казакевич, искусствовед, тогда молоденькая девушка, за которой ухаживал Гумилев, как-то сидела в гостях в квартире на улице Красной Конницы вместе с Алексеем Александровичем Козыревым, Леликом, братом лагерного друга Гумилева и мужем Марьяны Гордон. Вошла Ахматова. Гумилев представил ей гостью и попросил: «Мама, дала бы ты нам чаю?» Ахматова удалилась. Она появилась вновь долгое время спустя. В руках у нее была единственная чашка на блюдце, которую она протянула сыну со словами: «Лева, ты хотел чаю?» Это не просто свидетельство какой-то семейной размолвки, но доказательство глубокого и уже непреодолимого взаимного непонимания. Гумилева должно было обидеть такое демонстративно-пренебрежительное отношение к его гостям. Ахматова же не могла не возмутиться. Королева не может подавать чай даже дофину.